Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Регулярная поддержка. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию во всех районах субъекта. Сплоченность и единство. Дальше планируем тоже помогать и поставлять сюда продукты первой необходимости. Очередная гуманитарная помощь из Чеченской Республики доставлена пострадавшим от землетрясения в Сирию и Турцию. Подробнее в этом выпуске. По тропам предков. Есть очень много башен, которые еще не исследованы, которые требуют своих, историков. В регионе прошел поход, который унес участников на несколько веков назад. Смотрите в нашем эфире. В честь великого события Ночи Мираджа региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Нуждающимся семьям региона раздали мясо 70 крупнорогатого скота. Подробнее в следующем сюжете. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова регулярно оказывает поддержку малоимущим. А акции просто поражают своими масштабами. В очередной раз помощь дошла абсолютно до всех районов республики. Дал 25 тысяч кур и 75 тысяч буханок хлеба. Цифры впечатляют. Для нуждающихся эта помощь значит очень много. Жители выражают благодарность президенту фонда Аймане Несиевне и главе республики Рамзану Кадырову за неустанную поддержку. Милостыня добралась как до равнинных, так и до самых отдаленных высокогорных районов. Несмотря на то, что внимание оказывается постоянно, жители республики всегда ему рады. Благотворительность находит отклик в сердцах всех жителей и доставляет радость всем, кому действительно нужна поддержка. Глядя на благодарные лица, понимая, что она действительно кстати. Стоит отметить, что президент фонда Аймане Несиевна всегда откликается на боль человека, где бы он ни находился. Рука помощи протягивается абсолютно всем. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова с первых дней помогает населению не только в Чеченской Республике, но и по всему миру. Гуманитарная помощь в виде одежды, продуктов питания, палаток и денежных средств ежедневно отправляется пострадавшим в Турцию и Сирию. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова с первых дней ужасных событий, произошедших в Сирии и Турции, оказывает гуманитарную помощь пострадавшим. Это медикаменты, палатки для жилья, теплая одежда и питание. Как поставляют грузонаселенные пункты в сюжете нашего корреспондента.
Последствия природного бедствия в Сирии и Турции оказались ужасными. Тысячи погибших и пострадавших, разрушенные города. Россия не оставила дружеские страны наедине с бедой и с первых дней начала доставлять им гуманитарную помощь. По поручению президента страны Владимира Путина Рамзан Кадыров распорядился оказать всевозможную поддержку братским мусульманским народам. Содействие в благом деле оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова при поддержке других благотворительных организаций региона. Всего в гуманитарной миссии приняли участие около 600 волонтеров из Чеченской Республики. С первого дня, как мы получили информацию, главой республики Рамзаном Амачем Кадыровым было дано поручение создать рабочую группу, в которую входят различные министерства, ведомства профильные, для организации работы, предоставления необходимой помощи и поддержки и в Сирийскую республику, и в Турецкую республику. В первую очередь хочу отметить исключительную роль уже традиционно в этой работе нашего регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который выделил колоссальные финансовые средства для пострадавших от землетрясения. В том числе была отправлена очередная партия груза для Сирийской Народной Республики, который включал необходимые печки для пострадавших, палатки, это одежда, теплая одежда для взрослых, для детей, одеяло, плед, спальные мешки и, самое главное, финансовая помощь. Официальные власти Сирийской Народной Республики, они передали информацию главе региона, что в мечетях, значит, в стране проживают около 9 тысяч семей. Из-за последствий землетрясения они потеряли жилье, так или иначе, и фондом оказывается помощь всем этим 9 тысяч семьям для приобретения временного жилья, для аренды временного жилья на несколько месяцев, после чего, после зимних холодов, вследствие чего они уже смогут заняться обустройством своего жилья или восстановить, или какая-то часть из них сможет проживать в палатках, в палаточном лагере, который мы отправили. С первого дня собрано порядка 340 тонн одежды, большая часть из которой уже отправлена в обе страны. При отправке бортов содействие оказывает МЧС России. Пострадавшим уже доставили десятки тысяч одеял, пледов и теплых покрывал. Кроме того, в груз гуманитарной помощи вошли средства гигиены и бытовая химия. Для самых маленьких же были переданы десятки тонн детского питания, а также оперативно для пострадавших жителей Турции были переданы контейнеры для временного проживания. Итого с территории Чеченской Республики было отправлено 6 самолетов. Еще один ждет своего часа. Мы проводим сбор информации, связываемся с профильными ведомствами на местах. Они нам сообщают, в чем есть необходимость, острая необходимость. Этот груз оперативно представителями фонда и рабочей группы, созданной по поручению Рамзана Амача, собирается и отправляется из Чеченской Республики. Работа она продолжается в ежеминутном формате, все ведомства они задействованы, установка от Рамзана Амача доказать всю необходимую помощь и поддержку. В этом региональный фонд нам помогает, оказывает финансовую помощь. Не остались без помощи и этнические чеченцы, проживающие в турецком городе Кахраман-Мараш, а также в селениях Чардак. Это потомки чеченцев-мухаджиров, более века назад переселившихся в Турцию из Кавказа. Питание и одежда была доставлена нам очень быстро. Это первое, что приходило на ум после трагедии. Спасибо вашей стране и нашим братьям из Чеченской Республики. Очевидцы и жертвы трагедии рассказали о том, каково это пережить страшные явления и какая радость получить помощь от самих жителей Чеченской Республики именно в момент отчаяния. Спасибо огромное вашей стране и, конечно, Рамзану Кадырову и всей Чеченской Республике. Люди получили буквально все, что нужно. Еще вчера мы ночевали в тесноте, а некоторые спали прямо на улице. А сегодня каждому досталась и одежда, и еда, и другие вещи. Вы для нас настоящие герои. Мы этим гордимся. Не менее активно братская помощь была оказана жителям провинции Латакия, Сирийской Арабской Республики. 9 тысячам жителей отправлены финансовые средства на аренду временного жилья, в котором они с комфортом смогут переждать холода, после чего у них будет возможность разместиться в палатках, которые региональный фонд приобрел на 1500 человек. Спасенные люди рассказывают о ужасах, которые они претерпели в первые дни после трагедии, когда они остались без крыши над головой с детьми на руках. В первую очередь мы беспокоились за детей. У них был сильный стресс и слезы на глазах. Мы не знали, что нам делать и как быть, ведь мы не успели вынести ничего, кроме наших деток. Было страшно. Но сейчас, хвала Всевышнему, многое уже позади. Мы искренне благодарны руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову и всей России. Вы не оставили нас в такой тяжелый момент и помогли по зову сердца. Спасибо. Никогда этого не забудем. Несмотря на трудности, люди начинают понемногу отходить от ужасных мыслей. Самую искреннюю радость излучают, конечно же, дети. Спасибо чеченскому народу, спасибо Рамзану Кадырову. Браво!
Россия всегда оперативно приходила и приходит на помощь государствам, нуждающимся в поддержке. Чеченская республика, как часть страны, играет в этом одну из первых ролей. И как показывает практика, наша страна начинает действовать по первой же просьбе пострадавшей стороны. Не на словах, а на деле. А в ближайшем будущем количество отправленного гуманитарного груза в Турцию и Сирию составит уже 250 тонн. Турпа Лолита Исумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. Муфтий Чеченской республики Саlah Хаджи Межиев вручил работникам исламской финансовой группы «Фаворит» свидетельство от Духовного управления мусульман региона. Документ подтверждает, что предоставляемые услуги осуществляются по нормам шариата. Обо всем по порядку. Адам Магомедов. Теперь деятельность организации «Фаворит» позволяет верующим делать вклад в развитие экономики страны, не нарушая требований религии. Это официально подтверждено Духовным управлением мусульман. قاهيجا إيشولش قناع بولش أنا سناها مثال خردولش إشت أصنع وقت بيركت خردولش أنا الشيء عيوب شول سيسكال حانل زي شيء سناها بيركت سهول حانل أحسيسكال زي شيء علامز سهول مرخخ يال حتى يصلح يدعى عن جواب سهول ديزول إيمان شو سهول سنديرة أها بوش بولخاش حانل بقر بول بتشخنا حانل بول برنت إديان دويس سنديرة Компания знает, как добиться большого успеха всего за 1 год. Ведь за 2022 они показали впечатляющие результаты. Открыто 2 полноценно действующих офиса в Грозном. Проведено 29 индивидуальных сделок с малым и средним бизнесом. Продано 130 единиц спецтехники, а также 494 квартиры. Создано более 320 рабочих мест. В этом году организация планирует расширяться и достигнуть всероссийских масштабов, а также увеличить список предоставляемых услуг. У сотрудничества с «Фаворитом» есть множество плюсов как со стороны бизнеса, так и со стороны исламской религии. Исламская рассрочка в компании «Фаворит», она является дозволенной с исламской точки зрения по сравнению с кредитами под проценты, что является одним из больших грехов. И с этой стороны именно для верующих людей компания и ее услуги по предоставлению исламской рассрочки предоставляются отличным вариантом и выбором. Компания сотрудничает со многими деловыми организациями, для которых «Фаворит» стал очень надежным и удобным партнером. Одна из таких – тепличный комплекс «Югагрохолдинг», которую исламская рассрочка сильно выручила в летний период времени, когда было необходимо закупить лампы, без которых производство не могло продолжиться. Наш поставщик потребовал полную предоплату, и мы обратились в компанию «Фаворит». Они нам оказали большую поддержку, помогли в закупе ламп для нашего производства, и благодаря ихнему содействию уже к осенью, когда наша скажем, продукция должна была выйти на рынок, мы успели. Югагрохолдинг основан в 2015 году. Здесь выращивают не только овощи, но и другие виды сельскохозяйственных культур. Продукция компании имеет статус экологически чистой. Она представлена не только в регионе, но и экспортируется по всей стране. Именно поэтому так важно сохранять постоянный свет и тепло для растений, ведь в обратном случае можно попросту не успеть к началу сезона. Всего на 2 блока было закуплено более 8000 тепличных ламп и светильников, произведенных немецкой компанией. Они нужны для того, чтобы создавать искусственный свет для более ускоренного роста плодов растений. Сама техника очень качественная и способна долго прослужить. Работает днем и ночью. Компания «Фаворит» также планирует стать соинвестором в проекте строительства многофункционального жилого комплекса «Квартет» и вложить более 500 миллионов рублей. В целом у организации в планах множество перспективных проектов, которые они намерены успешно реализовать. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Сайд Селим Апукаев, Вести, Чеченская республика. В Шатойском районе состоялось открытие дробильного цеха «Горный» в рамках 2-го этапа реализации инвестпроекта по модернизации завода «Чеченцемент». На торжественном событии присутствовали официальные лица. Подробнее расскажет Амина Тупелагова.
Строительство дробильного отделения цеха «Горный» является продолжением первого и началом второго этапа реализации инвестпроекта по модернизации завода «Чеченцемент». Работы начались 2 года назад, а сегодня на торжественном открытии собрались почетные гости во главе с заместителем председателя правительства, министром имущественных и земельных отношений Хамзатом Кадыровым. وين مسانا خدون وغال مو يخير وين نوختش ودون حق الجين حاوي إن حرمت حي الرؤالج تقوغال رويتيا تيجا عيني أخير بويتيا لا تيجا مارش وال رويتيا لا سام حلوة رويتيا سلام حيز ورخص بوخشة خلونش عيش عند نوختش غاندون ساشي كويوش بقول باتشا تلو ونخ شي غاندونا شي كيك يلالز آمتاش شي سات زخوش إيش تنتين داخلنا بو تلو ونخوش شيء سيدنا استقوا عشان هو مارش وني دالي نخوي طبعا لردينا ح رمز أحمد توجتون دادريس خلصن دال خان نخوي حوكشتو مودون دالشة مودين شو مس هم أعدونا سانك شو هوي إيش سانك شو حضر دوت سجى شيء ديات سقوش دي بي سي دوتشة خلق دعاء ماك دعاء بوشة إموتسويت شو ومس هم نخدون دا خان نخوي سن دادريس خل شو مسير دال دي عبير كيول دال مش كاسودو هل دال دي كنز بيخون بوي. В своей речи помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что развитию региона не способны помешать никакие санкции, а также вклад самого Хамзата Кадырова как достойного представителя команды, основанной его дедушкой, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. وين هورن دي حديقة دقطانة وينيت مقوتش وحيق المقوتش ونيق دي عمل حاجة دي أهيجر. Хочу еще отметить, что эти достижения, успехи, различные положительная динамика вообще в данном направлении является и следствием профессионального кураторства нашего брата Хамзата Залимхановича, является следствием его профессионализма, дальновидности. После официальной части с перерезанием красной ленты гости прошли непосредственно к роторной дробилке. Известняк к ней доставляется на спецтехнике марки «БелАЗ» и загружается в приемный бункер, в котором установлен пластичный питатель, позволяющий регулировать подачу известняка в объеме от 600 до 1000 тонн. Дальше уже пластичный питатель подает известняк на саму роторную дробилку и происходит измельчение от фракции от 1500 до 40 миллиметров. Уже измельченный известняк уже поступает в нижний ярус. Там находится лента, которая уже пересыпает на длинный конвейер ленточный. Конвейер транспортирует дробленый известняк на разгрузочный бункер, под которым находится воронка. Она позволяет загружать легкий самосвал типа МАЗ за 2,5 минуты. Дробильный цех дает нам оптимизацию за счет экономии, то, что мы более легкой техникой можем вести более мелкую фракцию на завод. Раньше мы возили БелАЗами с самого карьера до завода, и за счет расходников по топливу, по амортизации самой техники был большой расход. В первую очередь оптимизация расходов будет. На сегодняшний день Чеченцемент осуществляет производство цемента в 2 линии по мокрому способу. У предприятия большие планы на ближайшее будущее, а именно строительство линии по производству цемента по сухому способу, к которому как раз и относится дробильное отделение цеха «Горный». Амина Тупилагова, Сайтамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Помимо того, что чеченские бойцы планомерно зачищают территорию от нацистов, они также одновременно охраняют мирный покой освобожденных населенных пунктов. Огромную поддержку оказывает региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Обо всем по порядку расскажет Лейла Муртазова. Помимо успешного выполнения поставленных целей, перед бойцами стоят и другие приоритетные задачи. Это охранять покой мирных граждан, обеспечить их жизненно необходимыми вещами и оказывать всестороннюю помощь. Командир подразделения ОМОН Ахмат-1 Алихан Шавхалов проверил, как обстоят дела на постах в одном из зачищенных населенных пунктов. Ваш командир отряда на мобильном первом посту без происшествий. Обстановка стабильная, как обычно, все контролируем. Город полностью контролируется военнослужащими, благодаря чему обстановка максимально безопасна. На месте работают мобильные группы, бойцы взаимодействуют и с подразделениями самообороны. Совместно они действуют оперативно и результативно. Салам алейкум. Молодежь, держать сделаешь.
Основная работа силовиков – проверка автомобилей и документов у водителей, чтобы пресечь проникновение диверсионных групп. Алихан Шавхалов строго следит за действиями всего состава, напоминает, как надо реагировать в разных ситуациях. Тут самое главное – безопасность. Стоит отметить, что пока чеченские подразделения находятся на линии фронта, руководство региона оказывает им всестороннюю поддержку. Все, что касается обеспечения военнослужащих, строго контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лейла Муртазова, Саители Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Завершен прием заявок для участия в масштабном конкурсе на знание чеченского языка под названием «Нохчин Мехтен Гоузанчи», объявленного главой республики Рамзаном Кадыровым. Проходит он в 3 этапа. О том, сколько человек будут состязаться за главный приз, расскажет Медина Нуцалчиева. Хорошо ли мы знаем родной язык? Жители региона говорят на чеченском дома, в учебе и на работе. Однако есть слова, которые давно вышли из обихода и которые можно услышать только из уст старшего поколения. Руководство региона решило проверить, кто же все-таки лучше знает чеченский язык. Конкурс «Нохчин Мехтен Гоузанчи» у всех на слуху с самых первых дней после объявления. Это и неудивительно, ведь его призовой фонд составляет 8 миллионов рублей. Первое место 5 миллионов, второе 2 и третье 1. Возраст и пол значения не имеют. Принять участие мог любой желающий, лишь подав заявку до 20 февраля. уже зарегистрировать вину заявка. Шоусла ит заявка обработки аю. Таган дина чакирошу и шоусла ит заявка. Ну ворк بعد герг тага да лоч биргалвелу. Рамзан Хасаров работает учителем чеченского языка и литературы в 54-й средней общеобразовательной школе Грозного уже 20 лет. Любовь к языку в нем зародилась благодаря произведениям народных писателей. И вот уже на протяжении многих лет он сам передает это светлое чувство детям, открывая для них всю глубину и величественность родного языка. دينا شوالا نستلتسو صدق كان شغنا خورجا ويدن كوش خورجا باشنا شكو чакая كان شودعا ديشنا видно. Идею принять участие в конкурсе ему подала зауч школы. Даже несмотря на немалый багаж знаний и стаж работы, Рамзан Хасаров не скрывает. Он волнуется и ждет не дождется начала события. Своих соперников педагог оценивает по достоинству. جورناليست ويازر خوي ودقة علم دول نخابو دام على كل اللي حوصهم دول دام والله قالوا داتس ودام. На вопрос, на что он хотел бы потратить приз в случае победы или же призового места, Рамзан Хасаров отвечает скромно, что еще как-то и не задумывался об этом. И даже если наш герой сомневается в своей победе, уверены в ней его ученики. Скромный и добродушный Рамзан Хасаров давно стал любим в этих стенах, а о его преподавательской деятельности много положительных отзывов. ديك حقيقة حيوقتو تكون تجمع شيء كويس وحلقة رميت كيوقري إن شاء الله دال إعتبرت دال إحبابتي هرمزان شرميج. Еще вчера Муслим Эдил Султанов сам сидел за партой средней общеобразовательной школы номер 25. Он до сих пор здесь, но уже не как ученик, а как учитель родного языка и литературы. Услышав о конкурсе, парень ни минуты не раздумывая подал заявку на участие. Для него не важно, будет это первое место или третье. Главное – призовое. Выигрыш он хочет потратить на самый дорогой подарок для близких людей. يا شغل يا قولك سنميتك خلع أوكر حالك سيدا نانا حشت دوتر دوال إيش دوك ولا رقص الشغل ديجا يرتع يوشتن غوديدو أقسين يوشتن ما تيجي دوك دوال إيش ولا رقص يوقع داق ملوت شغل دير شغلشن جا دال إحتو بول أل أوكر حالك سنو أل إيش ديجا وتس الله داله أوكري وتس أختن
Ca uurs I 8 uurs vergooi, zo'n kochild en metig albo udargson. Ca zo settesan, ca homshai ugar dal halkhasha, ugar dikum di darqa settesn gooi, zo'n kochild en metig. Конкурс пройдет в 3 этапа. На первом муниципальном перед участниками представят 21 тему. В них они должны будут назвать все известные им слова на чеченском языке. В зависимости от количества игроки перейдут в республиканский этап. Он же разделен на 2 части. Результаты станут известны осенью этого года. Мадина Нузалчиева, Магомед Басаев, Сайдемин Дауд Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики состоялась 104-я региональная сессия «Амбулаторный прием». Здесь собрались врачи не только с нашего региона, но и из соседних республик, а также студенты медицинских вузов. Мероприятие прошло в гибридном формате. В программе были лекции, дискуссии и практикум. Доклады представили по самым востребованным темам, как правильно поставить диагноз, сокращенные клинические рекомендации для врачей и прочее. Все хорошее и все не очень начинается с визита в поликлинику. И от правильного диагноза зависит все остальное. И лечение, и обследование, и прогноз. А вот если диагноз недостаточно верный, то тогда все усложняется. 1000 исследований, 1000 диагностических процедур, увеличивается время, нервы и так далее, так далее. Поэтому, чтобы этого не было, нужно, чтобы врач амбулаторного звена был подготовленный в плане, прежде всего, диагностики. В регионе прошла историко-географическая экспедиция под названием «По тропам предков». Участие в ней приняли 46 человек. Перед ними стояла задача собрать черемшу так, как ее добывали сотни лет назад. На месте побывала и наша съемочная группа. Сбор участников похода под названием «По тропам предков» прошел в Грозном у торгового центра «Минутка». Здесь им провели краткий инструктаж, после чего они отправились в путь в горное селение Улускерт. Расстояние километров 40, часть из которого подъем в гору, благо дорога проложена и доехать можно хоть на легковушке. Оттуда уже пешком вглубь леса. Главная цель – собрать как можно больше черемши. Дальше предстоит пройти приблизительно 3 километра через лесистую местность по снегу, чтобы дойти до месторождения медвежьего лука. Сама территория была заранее изучена. Здесь дважды проводили экспедицию 2 и 3 недели назад. Дорога непростая. Говорят, здесь даже водятся медведи. Однако, по словам местных жителей, на людей они не нападают. Главное – не заблудиться и не выбиваться из колеи. В республике черемша считается национальным продуктом. Ее сбором войнахи занимались издревно. Трава богата витамином С, а блюда из медвежьего лука придают сил и энергии. Это понимает и Хамзат Дадаев. В подобном походе он 2-й раз в жизни. Причем первый был в далеком 95-м. Однако с тех пор знания сохранились. Мужчина поделился методом сборки. Искать ее под деревьями, расчищая почву от снега, листвы прошлогодней. Там мы находим черемшу небольшую, раскапываем, и из чего получается вкусное блюдо. 2-й сезон историко-географической экспедиции по тропам предков стартовал ярко, ведь в нем поучаствовали рекордные 46 человек. В общем, планируется провести 10 маршрутов, следующий из которых будет в марте. Проведем маршрут уже в Итум-Калинском районе, ущелье Баулой. Там есть очень много башен, которые еще не доисследованы, не исследованы, которые требуют своих, я не знаю, историков, описателей. Процесс сборки завершился без встреч с опасными хищниками. Участники похода развели костер и приготовили добычу, а также провели небольшую викторину, приуроченную ко Дню чеченского языка. Адам Магомедов, Маусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.